Приветствую, друзья! Программа «Просто вкусно», канал Якутия-24. С вами, как обычно, Петр Цепандин. Как видите, мы находимся в ресторане Red and Green, и к нам сегодня в гости пришла руководитель гостинично-ресторанного комплекса Тыгындархан Светлана Львова. Светлана, приветствую. Да. Здравствуйте. Да, и еще сразу скажу, она моя практически коллега, тоже имеет опыт работы на телевидении. Но я так думаю, Светлана сама об этом расскажет. Тем более, что у нас на носу уже скоро юбилей нашего телевидения. Да. Да, всегда забывайте сказать, поэтому говорю сразу. Спасибо, что приняли приглашение наши, нашли в своем рабочем плотном графике время. И учитывая, что у нас кулинарный проект, чем вы к нам сегодня пожаловали, что будете готовить? Ну, добрый день, дорогие телезрители. Еще раз здравствуйте, Петр. Сегодня я бы хотела поделиться с вами рецептом нашего вообще вот домашнего бисквита, который, это, можно сказать, наш семейный рецепт. Он передан мне, как и моим сестрам, нашей мамой, и готовится на основе сгущенного молока. Ну, такой получается немножко, чуть-чуть песочности, чуть-чуть влажности. Он такой, ну, очень вкусный, такой сладковатый. Давайте попробуем, может быть, начнем уже, да, пока? Да, давайте начинать, да. И... Я прошу передать мне вот это. Вот это. Ага. Так, мы начинаем сразу с яиц. Самый, значит, воздушный элемент, вообще вот тесту дают воздушность, у нас это, конечно, яйца. Мы их сейчас будем... Взбить надо. Да, мы их сейчас будем взбивать. Берем мы 2 яйца. Так, белки от желтков мы не отделяем, в этом нет необходимости. И немножечко, конечно, мы будем это дело солить, чтобы у нас яйца взбивались лучше. И, значит, мы сейчас будем гасить соду. Ну, Лимончиком. Да, лимончиком. Значит, сода тоже, ну, я так полагаю, для воздушности. У нас где-то, ну, чайная ложечка. И мы ее вот так соком лимончика гасим. Да, этот процесс такой интересный, химический, можно сказать, да? И сюда в тесто. Немножко химии. Да, немножко в тесто. Да, и сейчас будем все это взбивать мы миксером. Так, миксер мы включаем. Сразу на большую скорость поставим, чтобы у нас была такая пеночка воздушная. Так, ну, наверное, покажем, да? Ну, чуть-чуть можно показать, да. Ну, пока шумно, да, ну, ничего страшного. Взбиваем мы, конечно, до такой пышной массы. Но совсем уж белизны мы добиваться, как бы у нас нет такой задачи, чтобы все было такое белым-бело, как везде. Вот. Так, и сюда же мы должны немножечко сделать... Сахара. Положить сахар. Ну, сахар это у нас, конечно же, по вкусу, но базовая это полстакана. У нас вообще вот все жидкости, да, состав будет идти по полстакана. Что сгущенное молоко, да, полбаночки, что сметана. И в том числе у нас, значит, это будет сахар тоже полстакана. И все тоже взбиваем. Да, и мы взбиваем дальше. Здесь у нас пеночка поменяет цвет, она уже станет белее, вкуснее, немножко гуще, более вязкая станет субстанция. Это я вам тоже показываю. Ну, вообще бисквит этот, да, нужно сказать, что к нему подходит любой крем. В том числе сырно-сливочный, можно сделать масляный на основе той же сгущенки. И он прекрасно пропитывается. Можно приготовить вечером, поставить на ночь, и уже утром получить замечательный такой мягкий торт. Так, масса у нас готова. Следующий этап – это у нас закладка, значит, сгущенного молока и сметаны. Я буду брать на глаз.
Ну, можно сделать тоже нормировку, это тоже полстакана. Значит, сметана, конечно, лучше, когда все-таки деревенская. Потому что она, в ней жирности больше, и она, значит, нам дает именно вот эту, значит, небольшое ощущение вот песочности, такую влагу, может быть, да? Судя по тому, как вы так все подробно рассказываете, Да. вы вообще с готовкой на «ты», да? Вы что, любите готовить? Да, да, конечно, как и любая мама, как и любая жена, я, конечно, много дома готовлю. В том С удовольствием? Числе, да, с удовольствием. Это особенно, когда готовишь выпечку, это такое, знаете, да, улучшается настроение. Когда ты работаешь человек с тестом, все-таки это такой приятный процесс, он идет, может быть, на подсознательном, генетическом уровне, да, но когда ты месишь вот руками все-таки тесто, это очень расслабляет, да, да-да-да. и очень вот... Своего рода медитация, да, наверное. это какая-то и медитация, и очень вкусная медитация, да. Да, и Сгущенку. сгущеночку мы берем, тоже полстакана. Вот это. У меня просто родом из детства, я уже сказал уже, Да. что мама готовила из сгущенки, сгущенку выливала, и чуть-чуть оставалось, и мне давала банку все время. Я там сидел. Да, конечно, сгущенка это Сгущенка. было любимое Да, да, такое советское лакомство. Вот мы перемешиваем. Поэтому какая-то такая детская Но ассоциативная память я осталась. хочу сказать, что вот этот рецепт, он на самом деле разнится. У меня мама его готовит, этот бисквит, вроде те же самые ингредиенты, но немножко по-другому. Она, например, яйца взбивает отдельно, тесто замешивает тоже отдельно в другой кастрюлечке, это со сгущенкой, сметаной и мукой, и только потом вливает туда яичную массу. Но я, например, делаю так. Ну, результат, конечно, у нас на вкус похожий, но по консистенции бывает, что разнится тоже. Интересно, да? Чуть было не спросил, Да. у кого лучше. Но у мамы, Да. конечно, лучше. Потому что она, во-первых, первоисточник этого рецепта, во-вторых, это, конечно, мама, и у мамы всегда все вкуснее. Ну да, да, самое лучшее же всегда же у Ага. мамы. Так, И мука пошла. и мука пошла. Сейчас мне нужна лопаточка. Нет, это у нас сахарная пудра. А, вот это сахарная пудра? Да. А, я думал, мука. Ага. Ну, как бы. И муку мы закладываем и будем ее, значит, добавлять по мере необходимости. Мы берем венчик и вот перемешиваем все. Светлана, расскажите, пожалуйста, ну вообще, мы чуть-чуть забежали вперед, да, вы так подробно рассказываете о своем продукте. Немножко о себе. О себе. Визиточки, да, откуда вы родом. Вы же не сразу же стали же директором гостиничного комплекса, тем более, что вот опыт работы на ТЛВ и все прочее. Ну, я выпускница отделения журналистики, А почему закончила наш университет. Да, а почему туда пошли? Ну, потому что у нас был гуманитарный класс, это была президентская сеть вот в 90-х годах всех гимназий по республике, да, у нас был, я поступила в гуманитарный класс, успешно его окончила, и уже у нас тогда в школе была телестудия школьная, мы снимали программы, и помните, такой сериал был популярный «Елена, ребята»? Да. И мы на его манер как бы снимали свой сериал в школе. Вот, очень так интересно работали. Естественно, мы поступили, несколько девочек, мы поступили в отделение журналистики, его закончили. И в 2001 году, после Это же окончания университета, я фото, поступила ага. на работу в национальную вещательную компанию «Саха». Сразу? Да, сразу. Ну, то есть, как бы Да. человека с опытом сразу взяли, получается? Или стажировку Ну, проходили, практику Мы проходили практику Ну, каждый так. год, А. работали на играх международных «Дети Азии», и я поступила поначалу в спортивную редакцию. Но вообще телевидению я очень благодарна, потому что оно мне дало знакомство с замечательными людьми. Это мои редакторы. Я начинала и редактором, потом перешла в режиссуру. И работала с такими замечательными редакторами. Это Любовь Владимировна Ли, Евдокия Игнатьевна Избекова. Ну и, конечно, мы с 2006 года у нас был запущен на телевидении кулинарный тоже проект, как у вас, да? Да, как начиналось это? Он Готовимся, поначалу «Кулинарный мир», а потом у него появилось название «Тарбаховты Астыха». То есть готовим Тарбахов, с как Тарбахов. Тарбахов и с Тарбаховым, да. Вот. И я в этой программе работала редактором, режиссером с Иннокентием Иннокентьевичем много лет, около 10. И это был действительно очень интересный опыт. Чья идея была, интересный как проект. родился тот проект вообще?
идея была Иннокентия Иннокентьевича, но у этой идеи, конечно, тоже были авторы. Это, насколько я знаю, Александр Константинович Акимов. В то время он был вице-президентом в якутском правительстве. И такая интересная идея, вот тогда по всей стране, как бы, ну, вообще в России запускались кулинарные программы и подумали, Смак что... первый да, пошел, наверное, и скорее почему всего. у нас, как Почему бы, у нас в нету, Якутии да? нету. Тем да. более, что у нас живой бренд. Да, Уже живой бренд, тогда уже Иннокентий все знали Иннокентьевич. Штарбахова, конечно. И снимали мы, значит, на базе вот гостиницы как раз Тыгандархан, там у нас располагалась студия. И еженедельно тоже, как вы, приглашали гостей, разговаривали. И самое... Мы практически да. нашу передачу слежали с вашей, можно сказать. Ну, у вас она немножко все-таки другая. Да-да-да. Конечно, каждый автор видит по-своему. И было очень интересно. Но я хочу еще вам сказать, Петр, что очень волнительно мне было сегодня вообще вот с утра собираться, готовиться, потому что стоять по ту сторону камеры – это одно. Одно, да. А когда ты стоишь перед камерой и Ну да, вот все смотрят на тебя и как бы нужно оценивают, да, и нужно потому еще что- что-то рассказывать и в то Да. же время не ошибиться ни с одним рецептурным вот элементом, да, это, конечно, очень сложно и Ну, очень собранность нужна, волнительно, да, конечно, соглашусь. Ага, и поэтому я вами, конечно, тоже как коллега восхищаюсь, каждую неделю помогать Спасибо. людям адаптироваться и выходить в эфир, это, конечно, очень сложно, да. В телевизионном отношении кулинарная программа, она из таких технически достаточно сложных. Ну да, ну Да. то есть как бы вам надо еще и готовить, да. Да, и я вам все-таки, напоминаю да, это. и все-таки это и оборудование, это электроплиты, миксеры, и у каждого блюда как бы свои технические характеристики, это, конечно, сложно. И я, насколько я знаю, почти 10 лет, да, или около Да, того да, да. передача эта существовала. Да, это Ага. программа. Значит, очень много выпусков же вышло, получается. Очень много выпусков, и мы Очень много занимались, героев. значит, не только выпуском этих телепередач, но и перешли, знаете, на такую работу интересную, да, открывали уже другие проекты. Параллельно с этой программой мы начали вывозить на обучение якутских поваров в зарубежные страны. И первым нашим пунктом это был Китай. Ну, то есть на Да, основе этой да, программы да, родилась да, идея да. обучать поваров, да? Да. Ну, Иннокентий Иннокентьевич, как он педагог с опытом, с большим, многолетним, он, конечно, Он готовил себе очень преемников. болеет за вообще индустрию общественного питания в республике. И он, конечно, когда вот появилась такая идея зарубежных командировок вывозить на мастер-классы, на обучение, стажировки, да, так, давайте вернемся вот к этому бисквиту, да. Так, Ага. ну мы будем и там, да. Ну, Да. то есть следующий этап. У меня яблоко уже предварительно очищено, помыто. Мгм. И мы, конечно, убираем вот эту часть. Будем выкладывать. Можно мне, пожалуйста, формочку? Вот это ваш. Ага, в этой формочке мы будем выпекать, значит, наш бисквит. Для того, чтобы он был, ну, как бы и интереснее, и красивее, да, все-таки мы сделаем его, но выложим яблоками. Ну, как шарлотку, да, яблочную. Ну, это практически это получается да. яблочный пирог. Да, и дно я вот заранее вырезала из пергамента промасленного, да? Да, чтобы не Ага, не чтобы прилипло. не пригорало ни в коем случае. И, значит, сейчас я буду укладывать, нарезать дольками яблоко наше и, значит, уложу донышко, чтобы у нас Давайте я вам был... помогу Да. тоже с яблоком. Тонко, Да. вот я так понял, нарезать Ну, нужно, да? достаточно тонко. Ну и вернемся к телевидению. Значит, у нас помимо вот этого обучения, помимо Китая, значит, группа поваров с Иннокентием Иннокентьевичем ездила в Японию. Даже? Даже в Японию и в Италию на остров Сицилия. И в Париж. Самая интересная поездка, это, конечно, для кулинаров. Вообще вот это Париж, это Мекка, да, Да, Франция. это- Потому что мы тогда как бы сделали очень интересный ход с организаторами, значит, нашей поездки. Повара прошли обучение в знаменитой кулинарной академии «Кордон Блю». Вау. Да, это очень круто, и они... Ну, я бы сказал, круче не бывает просто. Да, круче не бывает, и вот наши якутяне, повара, их тоже около 22 человек было, да, получили, значит, такой замечательный мастер-класс в сердце Парижа, да, такой Да просто приехать в значимой, Париж, наверное, старейшей уже, да. кулинарной Можно уже академии потом уже «Кордон Блю». говорят же, умирать Да, надо, вот. Увидеть И, Париж. ну, после этого, значит, когда вот проект, он уже закрылся, у нас накопилось очень много видео и фотоматериала. Потому что приходили разные интересные люди. Мы про них вот писали уже визиточки, да. Это все сохранилось, очень много фотографий, видео и рецептов, да. Вот. И захотелось как-то их сохранить и передать, вот, ну, поделиться
с нашими зрителями, любителями этой программы, и мы выпустили книги. Это 2 тома «Готовим с Арбаховым». Первая часть вышла в 2013 году, и в 2014 году мы выпустили продолжение. Мы издавали эти книги. Первую книгу в Новосибирске, во Владивостоке, я ошибаюсь, в издательстве «Дальпресс», и вторую часть мы выпустили уже в Они Новосибирске. потом еще и да. переиздавались, потому что Да, они переиздавались. Они же быстро раскупились. Да, успех был был. оглушительный, тиражи, конечно, были достаточно такие хорошие. Да? И вы знаете, но мы поняли, что проект на самом деле очень востребованный, потому что и, я бы сказал, первенец. Да, и магия Иннокентия Иннокентьевича, и вообще вот сама тематика кулинарная, она, конечно, всегда во все времена будет интересной. Да? И поэтому мы вскоре после этих 2 книг выпустили еще 2 кулинарных сборника. Это «Золотые рецепты якутской кухни». У нас вышел такой сборник, в котором отражена вся как бы история якутской современной национальной кухни. Там есть все блюда, там уже с очень подробной рецептной составляющей технологической. В том числе, да, и который придумал сам Иннокентий Иннокентьевич, да. Ну, знаменитый И Дигир, шаговыми этими фотографиями, можно сказать, да. Вот. И такое, можно сказать, что пособие-подарок для всех домохозяек, и хозяек, мам, бабушек, сестер, да, ну, девушек. То есть, если ты любишь готовить, обязательно, дома обязательно должно это быть. Да. Ну, и второй сборник у нас тоже был очень интересный, он называется «Вкус Арктики». И включает, хотя в себя только 36 рецептов, да, но на самом деле все эти 36 рецептов очень интересные и такие этнические, потому что мы собирали этот сборник по северам нашей республики. Да. Первая поездка была это в село Русское Устье Алайховского района. Мы ездили с Иннокентием Иннокентьевичем туда. И специально, вы знаете, да, я как бы тогда еще не думала, что это мы собираем как бы рецептуру для книги. Но оказывается, вообще вот история нашей поездки такая. Еще в советские годы Иннокентий Иннокентьевич был в жюри одного кулинарного конкурса в газете. Да, нашей, да, якутской. Вот, он был в составе жюри, и поступили рецепты от читателей газеты со всех концов республики, и в том числе вот этот тельно, рыбный пирог. Вот, Иннокентий Иннокентьевич, как мастер, он сразу понял, что рецепт он с изюминкой, что он необычный, и он ему очень понравился. И он интерпретировал как бы на свой манер, готовил, но потом впоследствии, когда вот встречался с выходцами из села Русское Устье, они говорили, что это немножко не то, вы не так готовите этот пирог, да? И вот в 2011, по-моему, году, если я не ошибаюсь, мы специально, чтобы узнать вот этот рецепт досконально и увидеть его воочию, да, как этот рыбный пирог готовят, поехали вот в такую дальнюю поездку через Чукурдах, потом мы на Буране ехали 3,5 часа до села Русское Устье, где нас встретила Евдокия Серафимовна Киселева, автор вот этого рецепта, и действительно мы сняли тогда очень интересные телепередачи, и в том числе вот все запечатлели. Оказывается, вот этот пирог готовится так. Его изюминка в том, что в тесто не добавляется мука и яйца. И при этом это рыбный хлеб. Значит, она брала рыбу муксун, потому что у муксуна консистенция более такая филе вязкая. Да? Вот. Отделила филе от костей, значит, вот это филе перекрутила, сделала фаршем и месила руками достаточно долго, пока оно не стало таким тугим, как шар. Однородная масса, прямо вот такой липкий большой шар. Да? Вот это было тесто. Просто в нем ничего не было, кроме рыбы, значит, и соли. Скорее всего, да. Она выложила, значит, прямо скалкой раскатала тесто и внутрь положила начинку, это обжарила кожуру, и вот это была начинка, она закрыла тестом, и действительно пирог вот такой толщины, она его немножко пожарила, он там поставила под гнет, и вот такой толщины. Это холодная закуска, тесто белое-белое, а начинка такая прямо рыбная. Ну, на вкус просто замечательно. Грубо говоря, рыба в рыбе получается. Да, это такой оригинальный рецепт, и в этой нашей книге «Вкус Арктики» все рецепты тоже такие. Это и рыбная мука, и паштет из голов чира, и вот этот рыбный пирог. И мы о тройной ухе не говорим даже, наверное, скорее всего. И кавардак из утки, и вот
тоже такой интересный творческий процесс. Мы ездили еще и в Жиганский район, и в Анабарский район, встречались с местными жителями, вот, собирали все эти рецептурные данные, которые воплотили в этом сборнике. Вот. И, ну, вообще, конечно, а потом, когда Иннокентий Иннокентьевич меня пригласил к себе в Тыгындархан, ну, мы шутили, чтобы больше никогда не расставаться, больше никогда не расставаться. Ну, то есть у вас получился творческий тандем, а нравится друг другом хороший работать. тандем, творческий, да, проекты за проектом. И когда он меня пригласил в Тыгындархан, конечно, мне было очень необычно. Потому что это все-таки совсем то есть вроде, другая, вроде да, с телевидением, да, а тут... вроде с телевидения, вроде с кулинарной программы, но все-таки общественное питание, вот это серьезное, да, тем более Тыгындархан, это, конечно, совершенно другой мир, в который нужно было погрузиться полностью, и поначалу, конечно, было трудновато. Да, изучать это другое Да, направление. конечно. И потом это совершенно другой коллектив, очень дружный, сплоченный, легендарный. И новичку со стороны в нем, конечно, мне нужно было завоевать, конечно, уважение коллег. Доверие, да. Доверие, уважение. Влиться, так сказать, да? Да, чтобы те проекты, которые я бы запускала на базе Тыгындархана, они имели отклик, они имели успех. Это нужна, конечно, поддержка родного коллектива. А кем Иннокентий Иннокентьевич вас позвал туда? Я Чем вы занимались начинала в Тыгындархане менеджером, и в мои обязанности, значит, входила организация, коммуникация со средствами массовой информации, организация мероприятий и разработка тоже вот не совсем технологическая, да, как у поваров, да, но как бы вот все-таки мы принимали участие в разработке новых блюд, как, допустим, со стороны вот новизны, красоты. Ага, вот, чтобы вот какое-то течение времени, да, у нас отражалось в новых блюдах тоже. Вот. И сколько времени прошло, как вы стали, ну вот вы росли карьерной лестнице, вы сейчас уже директор, да, получается, руководитель, да? Я работаю в Тыгындархане 6-й год. Вот так быстро? Да, и я очень, конечно, счастлива и благодарна. Надо сказать, что вы, да, значит, очень способная. Да, Ну, как за 6 лет попали, стать здесь менеджером, директором. Да, и попала, значит, в такой замечательный коллектив, я еще раз скажу, легендарный, и благодарна Тарбахову Иннокентию Иннокентьевичу, потому что он мне дал вторую профессию. Ну, практически так и вел, получается, да. И подарил мне свой мир, вел свой мир такой интересный, необычный. И надо сказать, что это тоже очень творческая работа, потому что мир общественного питания, он на самом деле очень подвижный. Он меняется каждый день с течением времени, потому что вот возьмем даже то, что было до 2019 года, до эпохи ковид, да, и что сейчас вообще в ресторанном бизнесе, да, это два разных мира, потому что мы жили до 2020 года по одному течению, Лекалу, да? Лекалу, вроде как да. бы это было все потом, нормально, когда, а потом раз... значит, пришла такая напасть к нам, мы совершенно все перестроились, начали работать по-другому, а сейчас уже мир совершенно другой, и нужно, конечно, приспосабливаться, идти с ним в ногу со временем. Ну, что касается, вот, всегда же говорят, нет худа без добра. И вот касательно этой коронавирусной инфекции, мы в какой-то мере, она даже вот чем-то помогла, потому что, вы знаете, когда вот по всему миру было такое небольшая растерянность, да, опустошение, нужно было действовать на свой страх и риск. Например, в Тыгындархане раньше никогда не было доставки блюд готовых, да, не было никогда сетов, не было столько новых блюд. И одним из интересных вот проектов, которые мы начали именно в 2020-2019 году, это, конечно, онлайн-школа кулинарии, потому что у нас персонал очень квалифицированный и действительно обладает такими знаниями, которыми не грех поделиться. Ну, еще бы, это как бы лицо республики же практически как бы получается. кузница всех поварских, можно сказать, кадров, производственная база кулинарных училищ, да, и мы открыли онлайн-школу, выходили с прямыми эфирами в соцсетях и вел эти кулинарные курсы, например, у нас шеф-повар Константин Матананов, есть такой у нас замечательный, талантливый повар, его уже многие знают в республике, и су-шефы выходили, повара выходили с разными рецептами, не обязательно из линейки меню Тыгындархана, но это
они показывали и рассказывали, значит, и свои домашние рецепты, в том числе, как я, выпечку. Это было практически каждый день. Сейчас мы пересматриваем эти выпуски, да? Это что вообще был за всплеск такого творческого, Ну да, многие накала? успешные предприниматели всегда говорят, что кризис – это время возможностей. Да, Да, да. да, нам режиссеры подсказывают, что неплохо бы и как бы и Да. готовкой тоже параллельно Значит, заниматься. бисквит у нас Да. практически... Выложили яблоки, да, совместно. выложили. Так. И сейчас мы заливаем тесто в формочку. И все. И все, мы ставим Да, ну, его потом в на духовку. температуру 180-200 градусов. Где-то по времени это займет около 40 минут. Да, мы возьмем Ну, паузу. у кого какая, значит, духовочка. И вот мы так, То нужно есть обязательно тесто так, разогретую, да, я так полагаю. я бы сказала, все-таки не сильно надо разогревать. Вот включил, прошло несколько минут, 5, допустим, да, в сильно горячую духовку ничего ставить не надо, тем да? более выпечку, да. Вот, нам нужен лист, сейчас мы его положим на лист и поставим в духовку. Итак, мы заложили наш бисквит в духовку, и сейчас Переходим к салату. Второе блюдо. Да, второе блюдо. Что это? Это салат анабарочка. Кстати, вот этот салат у нас есть в меню ресторана есть индигирочка, Тагильдакана. и еще и анабарочка. Анабарочка, да. Так. Почему салат называется анабарочка? Вы, Петр, вы помогите мне, пожалуйста. Нужно С рыбой? Да, с рыбой. Это значит соленая рыба. Ее нужно нарезать квадратиками, уже очищенной. Кубиками? Да, кубиками, да. Вот. А я займусь, вот, например, картошкой, да. Кожицу отделить, да? Да. Отделить. Да, отделить от кожицы. И, значит, это на самом деле очень Насколько должно быть? похоже... Сразу спрошу. Примерно так? Небольшие, как салат оливье. Вот. понял. Это аналог такой северный салата оливье. В него идут практически те же самые ингредиенты, но вместо мяса у нас идет малосольная рыба. Этот значит, рецепт салата мы с Иннокентием Иннокентьевичем привезли из Анабарского района, села Сосклах, где его великолепно приготовила наша коллега, повар Зинаида Винокурова. И мы попробовали этот салат в гостинице. Она... Правильно же Да, так, да? да, правильно, совершенно правильно. И попросили разрешения использовать вот эту рецептуру, чему она была очень, Зинаида, рада. И назвали его в честь Зины Анабарочкой, потому что это было в Анабарском районе. Вот. И теперь этот салат является одним из, значит, популярных у нас в ресторане. Такой, знаете, он не то чтобы соленый, да, но в нем есть такая пикантность. Потому что вот ожидаешь какой-то салат по типу оливье, а там, когда рыба, это очень. И она очень вкусная. Рыба. Ну да, я полагаю. Да, да. она такая жирненькая, она такая вкусненькая и вся такая немножко малосольная. Так что соли в этот салат практически можно и не класть, да? не требуется. Ну, по вкусу. Кому-то можно немножко посолить, а кому-то можно не солить. Между прочим, Анабарский улус, первый улус, в который я специально один раз поехал, чтобы увидеть, что такое настоящая подлетка. Да, это было лет 10 назад. Меня один друг позвал. Я ездил и Понравилось, да? понравилось, да, конечно, да, свежая рыба. Ну, к сожалению, анабарская рыба до нас не доходит, потому что она там где-то оседает Да. удачным, мирным и все прочее, но рыба очень вкусная, да. Ну, что касается вообще вот северной рыбы, да, но, конечно, у нас в ресторане самое, да вообще не только у нас в ресторане, да, одно из самых главных условий все-таки приготовления вкусных блюд – это качество сырья. И тут надо сказать, что мы работаем с поставщиками со всей республики. Это, конечно же, в первую очередь рыбу нам поставляет и Нижняя Колыма, и Чукурдавские, значит, рыбаки, да, Салайхи, и Среднеколымска бывает закуп. Все, значит, наши поставщики, они практически постоянные. И мы закупаем не только рыбу, мясо, да, туда все смешиваем, но и вплоть до дикоросов. Мы закупаем ягоды земляники, голубики. Голубика у нас идет жиганска, земляника, конечно же, самги. И в том числе, значит, молочная продукция. Очень много у нас, конечно, таких замечательных поставщиков. Это и Берте у нас конезавод, и кладовая Алекмы. Это, значит, сыр алекминский у нас тоже есть. Все у нас, местное, в общем, да. Все Ну, местное, я часто да, люблю да. повторять, люблю говорить, есть продукты, которые, Да. если он хороший изначально,
испортить сложно. Да, есть Да. такое. Да, а забегая чуть-чуть назад, Светлана, вы же были телевизионщиком. Да, конечно. Как тяжело вам... 16 лет. Да, 16 лет, да. Как тяжело вам принять решение было поменять род деятельности? Возвращаясь я тогда. бы Долго думали сказала, что я тогда уже очень плотно сотрудничала с Иннокентием Иннокентьевичем, и, конечно, ему очень доверяла и доверяю его мнению, да, и нужно было развиваться дальше, потому что наши проекты, а у нас еще была некоммерческая организация, называлась «Якутская кухня Сахаас». И по линии этой, значит, организации мы вообще вот организовывали мероприятия разные, в том Еще. числе детские кулинарные фестивали. Ага. И самый такой интересный проект – это кулинарный конкурс «Тарбахов ты настыха». Готовим как Тарбахов, да, среди детей, Давайте я школьников, тоже да. лежу. Да. И вот, и тут нужно сказать, что этот конкурс, он не только важный, да, но очень нужный в нашей отрасли, потому что таким образом мы проводим профориентационную работу среди школьников. Вот я уже, видите, все нарезала, все смешала в этой кастрюлечке, да, и заправляю майонезом. Майонез может быть как домашним, так и покупным, а можно заправить сметаной. Да, вот. И, значит, вернемся к этому. Значит, что касается гастрономической карты, вот, конечно, северные улусы – это у нас рыба, да, это оленина у нас в Тампонском очень вкусная, в том же Соскылахи, Рюнхая, да, много оленеводческих у нас хозяйств. Ну, то есть у вас постоянные да, поставщики, да, с которыми вы поставщики, да. работаете. Вообще вот она есть, Татинский район, это родина, например, она у меня ассоциируется с молочными продуктами, потому что только там есть такие рецептурные находки, такие как урюме, например, да, это молочная пенка, из Ну нее да, делают да. десерты. Вот. Есть еще, значит, уэря, это напиток замечательный из полыни, кстати, мы в Тагандархане одно время тоже продавали. Сымданом делали, добавляют да, туда, да. зелень. И, значит, это, ну, полынь добавляют. Да, я знаю. И есть Для у вот них, этого, да, ну, для вот этот желудочно-кишечного, чахон, да, с да. земляничным вареньем, это, конечно же, вот центральная зона районов, это замечательные рецептурные данные, которые мы берем у них, например, да, и тоже используем в своей, конечно же, рецептурной базе. Вот. Ага, и когда человек, значит, прилетает в Якутию, он, конечно, хочет видеть региональный компонент, он хочет, чтобы на столах была... Попробовать да, национальную уже кухню. даже на завтраке, чтобы он попробовал этот знаменитый вот этот чир, о котором очень много раз слышал, да, чтобы там была какая-то рыба, чтобы оленина, и поэтому, конечно, мы тоже делаем там... Холодные нарезки, наверное, утром скорее. у нас всегда первое блюдо бывает, бульончики, там, допустим, уха или там оленина, там, чтобы человек вот прилетел, он действительно понял, что он прилетел-то в Якутию, а не вот, допустим, не в Самару, не в Новосибирск, Не да, куда-то, а что он действительно территориально находится в Якутии. Почувствовал колорит. Да, почувствовал вкус Якутии именно через нашу кухню. Это, конечно, гостеприимство и встреча гостей – это наша первостепенная задача. А как часто меняется меню у вас? Меню у нас меняется 2 раза в год. Это у нас, значит, связано именно с сезонностью якутской кухни. Сама якутская кухня, она сезонная, привязана к этим сезонам. Да, Но сезонам, при этом временам наверняка года. есть блюда, да, в меню, которые из года в год не меняются. Да, ну, конечно, это, почти 30 лет, да, это, конечно, наша индигирка, это саламат, это вот у нас сейчас в меню есть страница Иннокентия Тарбахова. Вот Специально, да, это вот это наши будет. фирменные блюда, которые, конечно, остаются неизменными. Их рецептурную базу мы трогать никогда не будем, да, уже она остается как базовая. Это то, зачем приходят вот тоже потому люди. что она востребована, Да, да. она востребована, она очень вкусная, и менять их, как бы, я считаю, что совершенно не надо, потому что это классика. Это классика якутской национальной кухни, это и классика якутской гастрономии, и, конечно, это база, на чем вообще вот основывается наша вот кухня, меню. Так, давайте вернемся к салату. Давайте. Ага. Так, мы его Сервируем, да, или сервируем. Так, я его солить не буду, потому что я Хорошо. знаю, какого посола у нас была рыба. Да, Да, она малосолочка. достаточно Если соленая. что, да. каждый сам себе- И вы заметили, я сюда не добавляю репчатый лук. Да, это тоже по желанию. Вот где-то можно добавить, а я, например, если дома готовлю этот салат, я его не добавляю. Мгм. Можно поперчить, можно посолить. Ну, это обязательно. Да, это уже как бы у каждого свои вкусовые рецепторы. И я думаю, что тут каждая хозяйка или хозяин, он разберется сам. Вот.
И специально такая форма, чтобы А красиво вы вышло. любите готовить? Да. Что вы дома готовите? Потому что я Ну, я знаю, вас- что я у вас вы- есть YouTube-канал, и Не- я вас еще знаю по сериалу «Тумарык», Да, который ну, мы с мамой вообще все дома смотрели, и все, смотрели, и все ругали меня. Да, ну не тоже, но очень хорошо вы вживаетесь в роль, надо сказать. Да, Вот, спасибо, ага, спасибо. очень хороший сериал. Не ожидал, что я комплимент получу, да. Но я в основном дома готовлю дичь. Когда дети, у меня дети уже студенты, дети были маленькие, всегда говорили, все остальное готовит хорошо мама, а папа, самое главное, рыбу и мясо. Вот. Ну, Я после да. охоты все время вот дичь готовлю. Гусей, наверное, да? Да, гусей, сахатину, оленину и все прочее именно с мясом я люблю возиться. Экспериментировать также тоже. Например, маринуете, да, наверное? И мариную, и в духовку, и стейки могу делать, отбивные всевозможные. А да. котлеты? Котлеты нет, котлеты как бы так. Это я больше как, чтобы быстро у меня получалось. Ну, вот как на охоте готовлю, вот так и стараюсь готовить. А маринад какой делаете? Ой, всякие разные. В основном соевый соус почему-то мне больше подходит. Ну, к дичи, вот, допустим, у нас шеф-повар любит добавлять очень немножко сладковатые соусы. идут, А, ну и да. вот, да, особенно вот... Брусничный да, соус, вываривать, да. брусничный какой-то вот сладковатый такой, медовый, может быть, да, медово-ягодный. И особенно глухарю, потому что он тоже... Сухой, Да, сухой, он суховатый, сухой. во-первых. Да, Гусь тоже во-вторых, получается сухой, да. поэтому я люблю медом там в самом конце Да, 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 какую-то да. корочку сделать. Да, ну, Так. передача не обо мне, поэтому давайте лучше о вас, да, потому что Так, сейчас я как начну рассказывать. Я вынимаю, значит, вот это кольцо. Так. Мгм. И И, пол- и у получается меня красота. получается вот эта красота, это у нас уже полуготовность. Ага, и сейчас нам нужно, значит, разрезать маленькое яичко, оно перепелиное, да? Да. Вот на 2 части. И мы украсим, значит, салатик, Вот порцию так. вот этого салатика. И, наверное, зелень, да? И, наверное, не наверное, а точно. Давайте положим лепесток шпината. И у нас есть еще Микрозелень. микрозелень. Давайте. Микрозелень. Микрозелень у нас тоже все-таки очень такая дает красоту. Свежесть, легкость. Свежесть, да, легкость, да. ассоциация именно Уже такая ты же, да? смотришь на эту микрозелень и думаешь, ой, как красиво, как хорошо, и как уже как будто элемент небольшой диеты, да? Мгм. Вот, украсили. Итак, у нас все готово. Нам принесли с духовки наш бисквит. Да. Да, самая приятная часть начинается. Так, Давайте вооружимся. немножко еще последний штрих мы сделаем. Это у меня, пудрой. Да, это у меня сахарная пудра. И мы немножко все-таки для красоты и для вкуса более такого, да? Ага, мы украсим его чуть-чуть чуточку. Да. Обсыпать, да. Да, Ну, я обсыпали. предлагаю начать все-таки салат, потому что там обязательно есть рыба. Вот. Пробуйте. Да. Приятного аппетита. А вы не будете пробовать? Я посмотрю на вашу реакцию. Изумительно. Ага. Рыба чувствуется, да, действительно, может даже и не солить. Спасибо большое. Соленая рыба. Спасибо большое. Ну и бисквита, Ну, наверное, да, чуть-чуть. и бисквит, он у нас пропекся очень хорошо. Яблочные дольки у нас видны. Очень такой, значит, десерт домашний для ребят, для детей. У меня сыну, например, очень нравится этот рецепт. Он, можно сказать, любитель, фанат этого бисквита и очень часто меня просит приготовить. Да, Светлана, к сожалению, наше время заканчивается. Да, режиссер подсказывает, что говорит, давайте